Всем привет, друзья! Давненько не виделись. Как на казахском выразить такие значения? Например, когда я был на работе, когда я был в Караганде, когда я ел, когда я работал. То есть, когда мы где-то были, либо когда находились в процессе делания чего-либо. Для этого нам помогают такие частицы, как ганда, генде, канда, кенде. Они присоединяются как к существительным, так и к глаголам. Сейчас покажу на примерах. Например, когда я был в Астане, я много работал. Мен Астанада болғанда, мен көп жұмыс істедім. Астанада болғанда көп жұмыс істедім. Из этого примера видно, как образуется эта форма. То есть здесь мы используем, к существительному добавляем местный падеж в виде частицы да, де, да, те. Астана, да. Вот это да показывает в Астане. Далее. Берем глагол болу. Глагол болу означает быть. И вот как раз таки основа глагола болу это бол. Вот мы к этой основе присоединяем частицу, в данном случае болганда. И получается мен астанада болганда. Когда я был в Астане. Либо, когда мой брат был на работе, он писал много писем. Менің ағам жұмыста болғанда ол көп хат жазды. То есть, менің ағам, мой старший брат, жұмыста, на работе. Жұмыс работа, та местный падеж, на работе, жұмыста. Снова глагол болу, быть. Болғанда. Менің ағам жұмыста болғанда, когда мой брат был на работе. Покажу пример с глаголами. То есть вот это ганда, генде, канда, кенде присоединяется к глаголам. Например, когда я кушал, я смотрел телевизор. Мен тамак ішкенде. Где ишу кушать, иш основа глагола, я добавляю по сингармонизму частицу вот эту кенде. Почему кенде? Потому что мягкая гласная, ш глухая согласная. Мен тамак ішкенде, мен теледидар көрдім. Когда я скушал, я смотрел телевизор. Итак, резюмирую. Частицы ганда, генде, канда, кенде присоединяются к основе глагола, либо к существительному и показывают такой оттенок, как когда я где-то был, либо когда я что-то делал. Как-то так. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь, делитесь с друзьями и учите казахский. Келесі кездескенше сау болыңыз, достар.